Закрытие границ с некоторыми странами значительно увеличило интерес граждан России и стран СНГ к внутреннему туризму. Для Ингушетии речь идет о Джайрасском районе, который является основным местом посещения туристов. Здесь находится всесезонный курорт Арамхи, который интенсивно развивается. На его модернизацию до 2030 года будет направлено более 13 миллиардов рублей. Очень хорошо, что сегодня мы собрались перед как раз сезоном. У нас заявок много. Зарабатывать деньги тоже нужно республике, людям, которые там живут. На заседании обсудили варианты информирования туристов других стран, действующих на территории Джайрасского района, правилах пограничного режима, порядке выдачи пропусков и разрешений на ведение хозяйственной деятельности в пограничной зоне. Как отметил глава Ингушетии, такие меры помогут заранее ознакомить прибывающих в республику туристов с правилами поведения на территории, которые находятся под пограничной охраной. В Джайрасский район необходим паспорт. А вот то, что перечень, вот как его правильно сделать, это перечень для иностранных граждан, значит, вот такой-то перечень, где я его возьму? Вот я приехал с Казахстана, с Киргизии, я не знаю, с Белоруссии, куда я должен? На ваш сайт зайти? У нас есть сайт республики, сайт Джайрасского района. Ага. У нас выпускаются различные путеводители, да? Вот, допустим, та же книга, есть у нас шикарная книга, да, она ее использует всем гостям, когда приезжает, да, там важный легенд, да? Вот, может быть, кто выпускает, кто буклеты, да? Значит, берите вот сайт, значит, Комтуризма, Коммолодежи, значит, правительства в каком-то разделе там, администрации. Ну, повесьте и это. Никто не запрещает нам это. В ходе заседания также обсуждалась выработка мер по оказанию социальной поддержки членам добровольных дружин, участвующих в защите государственной границы. Минтруд Ингушетии предложил в 2 раза снизить оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и их семей, участвующих в защите государственной границы на добровольных началах за счет средств регионального бюджета. Вот такие вот вопросы, они должны решаться решением правительства, постановлением. В заключение сделайте юридические, тогда выйдем с инициативой изменений, внесем в парламент. Давайте проработаем этот вопрос, обсудите потом. И правительство, и Игорь Анатольевич. И вы давайте с администрацией потом обсудите. Вот Игорь Владимирович, наверное, ответственный. Тогда на заместителя берите и определяйтесь. Значит, чем можем в этой части аппарату ДНД будем помогать. Участники заседания рассмотрели вопрос совместной работы органов власти республики и пограничного управления по уточнению необходимости изменения пределов пограничной зоны в Ингушетии с перспективой развития всесезонного курорта Арамхи. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магаз 24.